вам один вопрос, Александр Яковлевич. Первый вопрос. Любой инвестор, в какой бы стране он ни был, сразу задает вопрос: есть ли государственные приказы и законы, по которым будет следовать данный проект? Этот вопрос нормальный. У вас отличнейший проект, и я хочу задать один вопрос. Я была в пятницу буквально на саммите деловых кругов в Москве, было заседание, и четко подняли вопрос, проработаны ли законы по частно-государственному партнерству. Пока приняты проекты, только законы не проработаны, не утверждены. Не помешает ли этот процесс вашим проектам, которые действительно у вас очень довольно-таки трудоемкие? Я знаю, что вы уже несколько лет работаете над этими проектами. Потому что любой инвестор, будь это российский или иностранный, сразу, в первую очередь, встает вопрос о законах. Спасибо. Вот это очень такой момент, который должен защитить вас. Спасибо, Ирина. Спасибо. Значит, я не останавливался, учитывая, что мои предшественники говорили. Значит, существует 115-й федеральный концессионный закон о концессиях, существует Санкт-Петербургский 627-100 закон об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах. Он очень хорошо проработанный, на мой взгляд. Вот. И существует два постановления, 346 и 347 постановление правительства Санкт-Петербурга от марта прошлого года, которое позволяет, в принципе, достаточно серьезно подходить к реализации этого проекта. Я, конечно, не юрист, мне, может быть, в каких-то вопросах сложно говорить, но я препятствий как таковых, честно говоря, не вижу. Да, они могут быть на уровне того, что а вдруг что-нибудь произойдет, а вот государство, оно гарантирует или не гарантирует. Насколько я читал нормативную базу, концессионные соглашения или соглашения для таких реализаций проектов довольно жесткие, с довольно серьезными обязательствами, как со стороны частного инвестора, так и со стороны государства, правительства.